Всем привет! Вы смотрите «Хылыш-малыш». У нас сегодня историческое событие. Сегодня мы находимся на пороге... Вот он, порог вот студии она, звукозаписи, где записывался «Синий трактор». Да, на пороге исполнения маленькой мечты. Лично у меня «Синий трактор». Я думала о том, что было бы круто озвучить его и перевести на бурятский. Наверное, год назад затаилась эта идея с тех пор, как ребенок начал просто выносить мозг и бесконечно смотреть по 10 раз «Синий трактор». Вот. И я все думала, но я просто думала, а вот кто-то взял и сделал. Собственно, так мы познакомились с Рженой, да? Получается, у меня родилась такая идея, я решила, напишу продюсеру. Не ответит, так не ответит, но он ответил достаточно быстро мне, сказал: здорово, давайте сделаем проект «Синий трактор» на бурятском. Да, собственно, мы на почве «Синего трактора» и познакомились. И познакомил нас, как ни странно, русский парень Вася Харитонов из Ростова. Рассказал, Новгорода, да. Рассказал, что, знаете, у вас там вообще-то «Синий трактор» озвучивает команда ребят из Бурятии. И я такая: да ладно, я прям вот, честное слово, подпрыгнула на стуле в Фейсбуке и написала Женю. Вот, собственно, так мы и познакомились. И вот я думаю, это будет очень крутым подспорьем для нашего После встречи нашей мы еще надумали много-много проектов. То есть с этого трактора началось, и появились какие-то идеи. Мы, в общем-то, обросли этими идеями и, надеемся, будем притворять. Да, и, конечно же, «Синий трактор», когда это появится в доступе, в общем, я думаю, это действительно будет очень крутой подарок для наших деток, ну и вообще для бурятского народа. Такая маленькая копеечка, вклад в развитие и сохранение бурятского языка. Ну, пойдемте посмотрим, как это делается. Уже приступили к озвучке мультика. Да, ну что, из три шариков. Да, она вот ребят, похожа. между прочим, Нюша сегодня можно первый в жизни раз опыт озвучивания. Зато актерский опыт богатый. Герои «Синего трактора» поют и разговаривают на бурятском языке голосами наших студентов и выпускников театрального института имени Щукина. Это целевой набор бурдрама. Согласились земляки поучаствовать сразу, не раздумывая, и особо отмечу, на волонтерских началах. Собственно, как и все в нашем проекте. Несмотря на свой плотный график, ребята нашли время для репетиций и записи. Таларам по полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же песенку поет. Самый такой исторический момент. Первый раз на студии записываем песню. Жаль, конечно, что команда наших переводчиков не может присутствовать, они в Питере. Жамбал Хумаев, Андрей Базаров, главные переводчики. Ну, мы с ними делимся аудио, видео по чату. Вообще здорово получается. Талара, улан трактор ерене, тергедерене юма дуга дулана, зе дуга шелыш. Зетага туршиш, хымба дулана. Вот он, человек, которому разговаривает «Синий трактор». Это я, привет. Я Артем Колпаков, сочинитель песни про синий трактор, который едет к малышам и везет разных животных. Наверное, все знают, все меня ненавидят. Родители, да, так что это я. Здравствуйте. По полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же песенку поет. Придумал его не я, это придумал персонажа, придумал Артур Днепровский, наш продюсер. Он выбирал между красной машинкой и синим трактором. Но синий трактор, он, вообще это как-то немножко пооригинальнее было. Нарисовал его
Алексей Леон, наш художник, он до сих пор с нами сотрудничает, поэтому некоторые мультики, не все рисует он, вот, и он автор изображения синего трактора. До того, как появился синий трактор, я уже добрый там 20 лет работал в этой индустрии. Вот. И как музыкант, и как звукорежиссер, и как режиссер спектаклей, аудиоспектаклей на детском радио. То есть это, это плод какого-то богатого опыта и моего, и Артура, и Леона Алексея. Талара, талара, хухыяган. Правильно же, да? Да. Талара, талара, саган трактор ер. Саган трактор ер. Саган трактор. Да, я понял. Яган трактор. Потом. Саган. Яган. Здесь. Талара. Хухыяган трактор. Хухыяган трактор ер. Саган трактор ер. Да, я понял. Оно начинает звучать как-то совсем по-другому, вот именно по этнически даже как-то окрас имеет, это очень здорово, мне нравится. Да, клево. Там бы вот сейчас, если бы даже сделать, даже немножко подкорректировать аранжировку, было бы вообще этника прям. После первой записи самой популярной песни создатели «Синего трактора» остались довольны. Раскрою сразу секрет. Одной песней дело не ограничится. Планируется переозвучить еще как минимум 13 серий мультфильма. И в этот раз начали озвучку первой серии. Инемне бутыны гыйхада. Худылар. Бил оғыл жанарғынып, ғансыл нәтіңілер юмы баридық хайым. Мартакшы? И вы не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и страницу в инстаграме Хлыш-Малыш. Там есть много всего интересного и полезного для родителей, которые хотят учить бурятский язык со своими детьми. Вот посмотрите, если уж взрослый москвич за один вечер научился петь по-бурятски, то и у ваших детей обязательно получится. «Синий трактор» вам в помощь. Хенбе, ду, дуланап.